Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на будущую неделю и узнаем, чем удивят и чем порадуют вас следующие 7 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ну ничего себе, у вас неделька-то боевая идет. Смотрите, видите, волк в прыжке, а на волке вы, да еще и с мечом. Ну надо же, давно такого не видела. Ну что, активность, повышенная активность, поддержка сильных людей, имеющих полномочия, имеющих силу. Также, возможно, как помощь, поддержка со стороны высших сил. Вы не на коне, вы на волке. Поверьте, это гораздо круче. Смотрите, в красивом платье, в левой руке меч. Бороться будете за себя, за свои интересы, за своих близких. В левой руке, значит, легко вам будет. Легко, без напряжения, без какого-то стресса. Вот идете и добиваетесь. Да? Идете и одерживаете победу. Идете и защищаете там, себя, близкого человека. Вас бояться станут. Бояться, вас будут слушать. Никто не захочет вас нервировать, провоцировать, либо поперек вам что-то говорить. Вы как никогда сильны. Знаете, одним взглядом будете людей вот, как успокаивать. Хороший знак. Кстати, в эту неделю еще прям почувствуете, да, почувствуете это желание, как этот боевой клич, да, почувствуете. Ну, все получится. Все, что запланировали, либо все, что случится, произойдет, все будет на вашу пользу, в вашу сторону клониться. Очень крутой знак. Так, дальше якорь. Видите, здесь якорь, который наконец-таки лег на дно. Здесь что-то решится, определится, либо какая-то договоренность состоится. И поверьте, это будет в долгую. Почему для вас это радостное событие? Потому что постоянство, либо уверенность, да, в будущем, они гораздо лучше, чем все эти брожения и шатания. Возможно, эта ситуация давно туда-сюда болталась, и это вас очень сильно напрягало, либо очень сильно беспокоило. Теперь будет поставлена одна конкретная точка. Якорь вышел у нас в правой стороне, а это говорит о том, что будет по-вашему. Либо самые выгодные условия получаете вы. Замечательно. Дальше здесь аист, который сел на гнездо. Сел на гнездо. Ну, у кого-то мужчинка вернется. Да, мужчинка, который отсутствовал, может быть, где-то в командировочке был, может быть, еще где был, да, возвращается, потому что аист все-таки мужчина, садится в гнездо. То есть он будет дома. Дома будет покой, лад, мир, уют, доброта, любовь. Ну, вы поняли, да? Так, еще по аисту. Хорошие, например, новости могут прийти в ваш дом. О том, что кто-то создает семью, либо кто-то из ваших знакомых, либо родственников ожидает ребеночка. Хороший знак. С правой стороны вам это будет приятно, вам это будет радость приносить. Эти новости будут вам радость приносить. Замечательно. Так, и также аист говорит о примирении. Примирении, например, в семье. Не обязательно там женщина и мужчина, это могут быть и родственники, и родители, и дети. Знаете, как мир. Мир приходит в дом, спокойствие, гармония. Такая, знаете, приятная обстановочка приходит в ваш дом. Конечно же, вас это порадует, очень даже порадует. Дальше. Здесь у вас знак змеи, которая стремится вверх. С правой стороны выходит и стремится вверх. Скорее всего, показывают вас. И то, что вы растете, то, что вы становитесь умнее, рассудительней, холоднокровнее, что очень, кстати, важно, для многих это важно. То есть меньше эмоций, больше здравого смысла и такой железной логики, которая вам помогает. Благодаря своему уму, либо этому умению быть холоднокровным человеком, вы идете по направлению вверх. То есть
есть у вас какие-то улучшения происходят. Вы сами себя прокачали, да, теперь вот люди со стороны это видят и могут дать вам очень такую конкретную положительную оценку. Кстати, еще по этому знаку могут отыграться всякие умные штуки, которые вы придумываете. То есть есть цель, да, есть задание, и нужно придумать, как его, например, реализовать, либо как этой цели добиться. Именно вы и именно своей головой все это придумаете. То есть однозначно рост вверх. Так, левая сторона. С левой стороны мне показали какую-то курицу общипанную. И эта курица убегает от какого-то огромного молота. Да, именно молот, и именно такой, знаете, тяжелый, огромный. Как будто бы он, знаете, креница падает на эту курицу, может упасть. По таким курицам общипанным обычно показывают женщин истеричных, женщин, которые, например, вас критиковали, либо составляли вам оппозицию, конкуренцию. Но по молоду явно эта курица не выдерживает эту конкуренцию, а если особенно это на работе происходило, да, человек не справится со своей работой, либо не справится с той работой, за которую взялся. И это будет и забавно, и смешно, и как бы логично. Здесь не только для вас это забава, но и еще для других людей. Ну, там коллеги, начальники, все посмеются. Посмеются и сделают правильные выводы. Считайте, что эта курица уже вам не видать, да? Не стоит ее бояться. Она сама куда-нибудь убежит, забежит, а может быть даже к вам, да, наберется наглости, прибежит к вам и будет просить вас помочь. Ну, вы знаете, куда посылать, да, либо знаете, что с такими курицами делать, да, в бульон кидать. Да, это будет справедливо, это будет правильно. Дальше, с левой стороны у вас еще вышел мужчина, который будет пытаться произвести на вас максимально благоприятное впечатление. То есть он будет за вами ухаживать, он будет вокруг вас ходить, что-то вам обещать, делать, давать, как-то помогать. Да? Ну, вот смотри, товар лицом, какой я хороший, не отказывай. Благодаря этому мужчине вы очень много всего можете сделать, получить либо добиться, как бы используя этого мужчину. Ну, использовать это плохое слово, да, но как бы оно так и есть. Девчонки, ему очень хочется быть для вас хорошим, очень хочется, чтобы вы в него влюбились. Поэтому он всего себя, все свои возможности вам предлагает. Ну, как говорится, грех не воспользоваться. Главное, что вы же ничего не обещаете, правильно? Вы же тут не клянетесь, что будете его навеки, либо впустите его в свою кровать. Нет. Но пусть делает, пусть старается. Вот, молодец, молодец, почаще бы. Не могу сказать, ваш это мужчина, либо какой-нибудь там чужой мужчина, но вы ему очень нравитесь, и он будет очень стараться. Так, еще какая-то дорога в чей-то дом. Может быть, в прямом смысле слова кому-то, а может быть, в какую-то организацию. Здесь эта дорога, она как перекрыта, закрыта, то есть что-то отменится с левой стороны. Для вас это принесет радость, потому что, скорее всего, вы туда не хотите. Не хотите, либо не готовы туда идти. Ну, не по независящим от вас каким-то обстоятельствам, да, дорога вам перекрывается. И вы прям порадуетесь, скажете, фух, ну одной заботой меньше, да, либо одной проблемой меньше. Так, между вами и каким-то очень красивым, сильным мужчиной стоит тощая женщина. Такая, знаете, как селедка. Прям плоская, тощая, кстати, возможно, болезненная женщина. Вот она стоит между вами и каким-то мужчиной. Причем очень сильно боится, что вы с этим мужчиной о чем-то поговорите. Боится, что этот мужчина, может, к вам проникнется чувством, эмоциями. Знаете, как симпатия возникнет. Такой страх у нее. И вы смотрите, с последних сил она пытается сдержать эту ситуацию, не получится. Не получится. Здесь случайная встреча произойдет с мужчиной, либо случайный разговор. Приятный вам и приятный этому мужчине. Но вы все разные. Вы все разные. Кто-то, например, с начальником своим наконец-таки поговорит по душам, а кто-то поговорит с тем, кто нравится. Да? Разговор очень приятный идет и для вас, и для этого мужчины. Здесь очень приятные впечатления будут после этого разговора. Улыбка, приятные впечатления. То есть как бы она там ни старалась, все равно не получится. Так, кольцо вышло какое-то, кольцо. Кольцо как источник радости с левой стороны.
Возможно, кто-то из моих дорогих зрительниц получит такое кольцо, но кто-то будет сам себе приобретать. Да? Вот прям понравится, потянет, и вы купите. А у кого-то еще может отыграться, как найти кольцо. Либо получить в дар, например, от родственников. Какое-нибудь там родовое кольцо, символизирующее там, ваш род, да, передающееся по наследству. Кольцо небольшое, но в этом кольце что-то есть. Какое-то необычное, изящное, либо какое-то прям такое винтажное, ну, хорошенькое кольцо. Хорошее. Прям удовольствие будете получать от того, что носите, либо примеряете. Так, еще какая-то уборка идет. Уборка. Наводить порядок. Дом, наводить порядок. У кого-то отыграется, что в доме будет наведен порядок. Может быть, вашими силами, может быть, другими силами, но вот порядок будет, да, чистота, порядок. У кого-то отыграется, что будет, скорее всего, как в доме что-то происходить, люди будут договариваться, приводить в порядок свои взаимоотношения. То есть избавляться от ненужного, избавляться, может быть, от каких-то претензий, обид, как чистить атмосферу в доме. Ну, тоже хороший знак. С левой стороны неожиданно, непланируемо, неожиданно это произойдет. Но с положительным результатом. Так, еще. Вы куда-то все время смотреть будете. Куда-то смотреть. Может быть, это телевизор, может быть, это монитор, компьютер, может быть, это ваш телефон. Вот вы куда-то смотрите, и у вас такой интерес, вы как втягиваетесь туда. Вам и интересно, и приятно, еще какое-то удовольствие получаете. Может быть, какой-то сериальчик начнете смотреть, может быть, какую-то передачу, программу, что-то прям интересное. Интересно, втянетесь, удовольствие получите от этого. Может, вам посоветуют, либо сами случайным образом найдете. Но это приятно, это хорошо. Так, цветок необычной формы у вас растет. Он не просто растет, он начинает цвести. Необычная форма. Но обычно по цветам, по росточкам показывают результаты. У вас необычная форма, это значит результаты, которых вы не ждали. Результаты, которые превысят ваши самые смелые ожидания. Опять же, это может быть на работе, в делах, в какой-то ситуации. Прям по центру этот цветочек выходит. И еще какой-то человек помогает, как ухаживать за этим цветочком. Да? Кто-то вам станет помогать, либо благодаря помощи, сторонней помощи, вы получите такой необычный, прекрасный результат. Тоже будете этим наслаждаться. Так, здесь у меня женщина красивая, умная, с вкусом. И мужчина. Мужчина, который любит как командовать, управлять, манипулировать. Ну, такой, знаете, не очень. Здесь между этими людьми как вопрос с ребром, как ультиматум. Ультиматум, кстати, со стороны женщины. Какие-то условия будут поставлены женщиной. Либо так, либо никак. Да? Из такой серии. Мужчина сначала отвернется, типа обидится, уйдет, а потом будет назад бежать в припрыжку. Потому что ему будет страшно. Страшно, что он потеряет женщину. То есть сначала он на себя напускает эту типа обиду, что нет, что я обиделся. А потом в припрыжку к ней бежит. Готов просто, я не знаю, на коленях выпрашивать прощения и сделать все, чтобы эта женщина его к себе подпустила. Такой момент, поучительный момент. Ну, вы его учите, девочки, все правильно. Здесь, видите, кроме пряника еще кнута нужно иногда давать для пущего эффекта. Так, еще. Здесь кто-то, скорее всего, из родственников. Родственники какой-то подарок вам приготовили. Подарок в виде чего-то конкретного, либо подарок как какое-то действие. С правой стороны. Но это что-то пользу несет. Пользу, либо вы этого хотели, либо вы в этом нуждаетесь. Ну, постарались, потому что любят, потому что ценят, потому что уважают. Прям делают для вас. Хорошее делают. Ну, в очередной раз своим родственникам признайтесь, что они у вас самые лучшие, и что вы их очень сильно любите. Здесь прям всем приятно будет. Все улыбаются, всем приятно, а кто-то даже слезы радости, да, испытает. Так, еще я вижу, кому-то будет долгожданный звоночек. Вернее, не так. Звоночек, который вы когда-то долго-долго ждали,
потом ждать перестали, потом вообще про это все забыли. И вот, пожалуйста, вам будет этот звонок. Сначала даже не поймете, что это. Потом не поверите, что да, действительно это так. А потом, как обрадуетесь, вас уже будет не удержать. Не могу сказать, о чем звонок, вы все разные, но это действительно что-то прям судьбоносное. Судьбоносное и очень желанное для вас. И вот оно произойдет. Произойдет на следующей неделе. Просто захочется хлопать в ладоши, прыгать и кричать, что наконец-то это случилось. Какое счастье, какая радость. Так, еще очень важный знак, про который я должна сказать. Там бриллиант вышел. Бриллиант. У кого-то в прямом смысле слова, да, вы получите бриллиант, либо изделие с бриллиантом. А у других отыграется это вы сияете, как бриллиант. Вы выглядите на все 100. У вас просыпается желание выглядеть на все 100. Блистать, да? Хочется блистать. Вы прекращаете себя тушить, закрывать, а вы прям показываете всю себя. Здесь многие люди будут вам делать просто незабываемые комплименты, и это все будет искренне, все будет от сердца. Глаза у вас светятся, вы как никогда хороши, настроение у вас такое активное, боевое, деловое, и вы идете только вперед. Прям блеснете всеми своими гранями. Очень хороший знак. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.